что бы вы подумали, увидев десантников на лыжах, да еще и в Казани? Столица республики стала третьей в списке городов, куда зайдут голубые береты. Ульяновск, Самара, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород. Всего на их маршруте 11 точек. На вопрос, не сложно ли, отвечают просто. Нет, как говорится, задач невыполнимых. Есть воздушно-десантные войска. Остановились десантники в Казанской кадетской школе имени Кузнецова. Герой Советского Союза Борис Кириллович, кстати, лично встречал бойцов. Счастлив тем, что я вижу такую прекрасную молодежь. Прямо на плацу на глазах ветеранов и кадетов гости показали, чем славится ВДВ. Свой марш-бросок сами десантники называют комбинированным, потому что, естественно, пройти на лыжах все 1600 километров у них просто не получится, так они идут только по полям и лесам, ну а заезжая в города, они пересаживаются на челнинских красавцев. Это я про КамАЗы. Это было 50 лет назад. В наше время такой роскоши не было, говорит Владимир Иванычев. Ветеран ВДВ участвовал в самом первом марш-броске еще полвека назад. Нас сопровождал самолет с нашего училища. Бросали нам продукты, бросали на стабилизирующих парашютах, на таких, и почту. Сегодняшние кадеты смотрят на профи военного дела с восхищением и уже мечтают. Это очень тяжело, но это патриотизм, память о подвигах наших дедов, прадедов, мне кажется, ими движет. И сам, хотел бы, наверное, попробовать. Если будет возможность, то соглашусь. Впереди на пути у десантников еще 8 городов. Свой марш-бросок они посвящают сразу двум знаковым праздникам: 75-летию Великой Победы и 90-летию десантных войск. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.